Тонны мусора собрали волонтеры в ходе акции «Вода России». Студенты выбрали две локации для очистки территории – Нестеровская на равнине и Хамхи в горной местности. В этом году волонтеры по традиции намерены быть в лидерах по показателям. Хава Гагиева продолжит тему. На протяжении последних 10 лет ингушские волонтеры активно участвуют в субботниках. Это подтверждает и статистика, лидирующие места во всероссийских акциях. Цифры действительно впечатляющие. 12 тонн – это более 400 мешков мусора, старые покрышки, стекло, консервные банки. Субботник в самом разгаре. Необходимый инвентарь и средства индивидуальной защиты с собой. Значит, можно приступать к важной эко-миссии. Саид Арчаков к уборке водоохранной зоны реки Сунджи готов. Участие принимаю достаточно часто. Решила сюда прийти, потому что это в целом очень полезное мероприятие для нашей экологии, за которым мы, кстати, должны следить все вместе, дружно, сплоченно хранить нашу республику, потому что это на самом деле очень важно. Субботник проходит в рамках всероссийской акции «Вода России» и федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Акция проводится в нашей стране с 2014 года. За 8 лет она объединила порядка 5 миллионов человек, а Ингушетия 5 лет подряд признавалась самой активной участницей в рейтинге регионов. Решили в честь этого поддержать и другие регионы и устроить субботник рядом, то есть на берегу реки Асса. Собрали 100 волонтеров. Министерство экологии выделило нам и как финансовую помощь, так и материальную, то есть мешки, перчатки, все, что надо. Мы с волонтерами решили поимпровизировать, потому что мы уже до обеда закончили сбор мусора здесь, в Нестеровске, и решили поехать в горы, то есть именно поселение Хамхи, потому что там тоже есть загрязненные места, там тоже бывает очень много туристов. И сейчас поедем туда и тоже организовываем субботник, такой же, как и здесь, то есть 2 субботника в один день. К слову, на субботник ингушские волонтеры вышли с утра, каждый по собственному желанию. Разбросанные пакеты и бутылки наносят вред не только окружающей среде, но и не по душе и верблюдам, которых здесь можно встретить часто. Одной из главных причин загрязнения природы – отдых на свежем воздухе. Отдыхающие зачастую оставляют мусор после себя. Субботники для ингушских волонтеров стали своего рода доброй традицией. Общереспубликанское экологическое мероприятие организовано Министерством природы при поддержке волонтеров региона, объединенные в несколько групп. Эти ребята проводят своего рода эко-баттл. Так как Ингушетия часто проводит подобные субботники, мы вошли в тройку лидеров среди таких субъектов, как Татарстан, Москва. И поэтому организация «Вода России» согласовала с нашим региональным отделением, и мы сегодня находимся здесь. Что мотивирует наших волонтеров в проведении подобных акций? Это приятно и полезно, так как после субботника мы собираемся и организовываем пикник для участников, для волонтеров. Еще это грамоты, сертификаты участников, которые в дальнейшем пригодятся для поступления в вуз, на магистратуру. Подобного рода эко-мероприятия ведомство планирует проводить и дальше. Основной акцент Минприроды сделает на уборку в горной части республики. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.